Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В последнее время малый и средний бизнес в стране получает мощную поддержку со стороны государства. Созданы и действуют различные программы и проекты. Один из основных институтов, созданных для содействия в становлении и развитии бизнеса – Фонд развития предпринимательства, который действует и в нашем регионе. И сегодня об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Андрей Егорович, добрый день. Добрый день, Надежда. Спасибо за приглашение. Расскажите, вот какие виды деятельности сегодня ведет Фонд развития предпринимательства в нашей республике? Ну, фонд имеет 30-летнюю историю, и он меняется, развивается. У нас меняется законодательство в сфере поддержки предпринимателей. И у нас в настоящее время микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия осуществляет 3 вида основных деятельностей. Да? Это у нас первая микрофинансовая деятельность, далее идет гарантийная деятельность и поддержка субъектов промышленности. Первое, второе направление деятельности фонд осуществляет в соответствии с федеральным законом о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. И третья деятельность по направлению осуществляется в соответствии с федеральным законом о развитии промышленной политики Российской Федерации. То есть, получается, здесь мы полностью ориентируемся на федеральные законы, но региональные тоже идут в поддержку? Да, есть законы республики по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, и имеются, конечно, государственные программы по поддержке наших предпринимателей, в соответствии с которыми мы работаем. А вот учитывая, что Фонд развития насчитывает большую, уже 30-летнюю историю, как все начиналось? Начиналось, вот с 1992 года был комитет по предпринимательству, и в ходе развития, видите, 1992 года, практически после распада СССР, в ходе рыночную экономику был создан такой институт поддержки предпринимателей, и фонд был государственным учреждением, и был потом реорганизован некоммерческой организацией. Далее в соответствии с законом о микрофинансовой деятельности фонд также является микрофинансовой организацией государственной, которой сейчас является. Предпринимателей всех республики получается охватить? Да, у нас в республике также действуют различные фонды по поддержке предпринимательства. Наш фонд является именно фондом поддержки предпринимателей республики, и каждый предприниматель, самозанятый, может обратиться к нашему фонду. Давайте напомним нашим зрителям, в чем заключается разница между малым, средним предпринимательством и крупным бизнесом, потому что вдруг кто-то хочет рассчитывать на меры поддержки и не считает себя таковым. У нас субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть в реестре субъектов малого предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба. Вы знаете, что это определяется в соответствии с количеством работников, и по размеру оборотов. То есть, например, человеку, который индивидуальный предприниматель, зарегистрирован, у него набрано определенное количество человек в штате, он за них обязательно платит налоги и хочет рассчитывать на меры поддержки, обращается к вам. Да. Заявление как-то рассматривается? Как я сказал, что по мерам поддержки, по 3, именно по субъектам малого и среднего предпринимательства, по предоставлению микрозаймов и предоставлению поручительств, он может обратиться в наш фонд, который мы переехали в конце года новый офис, город Якутск, Орджоникидзе 50, и также предприниматели могут обратиться по телефону, который размещен на наших сайтах, также непосредственную консультацию могут, как я сказал, в офисе получить. И у нас есть соглашение между моим бизнесом, который является также подведомственной организацией Министерства предпринимательства, торговли и туризма. По всей республике есть представители практически, и они могут через наших агентов получить полную информацию и подать документы посредством данных агентов, представителей по республике. Также у нас на сайте есть баннер корпорации малого и среднего предпринимателей, корпорации МСП, и кликая данный баннер,
они могут подавать свои заявки электронно, что также упрощает процедуру. Не обязательно туда ездить, да, определенные места в офис приходить, можно подать через этот портал. Очень удобно. Поделитесь с нами небольшой статистикой. Наверное, большее количество предпринимателей зарегистрировано в городе Якутске. Да, у нас город Якутск, конечно, по количеству предпринимателей намного больше, соответственно, и заявок больше, да, но каждым годом количество предпринимателей увеличивается, это более 40 тысяч, да, предпринимателей, и, ну, по количеству город Якутск, да. А северные районы как же? В северные районы мы также поддерживаем. У нас, например, в арктических улусах также есть по моногородам, да, мы определенные льготы делаем. Именно, например, если предприниматель с Арктики при получении займа, он получает снижение процентной ставки. Таким образом, жители северных улусов также пользуются такой льготой. Помимо финансовых поддержек, какие есть еще? Может быть, консультирование, Да, поддержка ведения бизнеса? мы консультируем именно по нашим услугам, да. Помимо микрозаймов мы предоставляем поручительство. Это значит, предприниматель собирается получить кредит в банке, но у него недостаточно обеспечения, да, как поручительство и залога. И сообщает банку, что обеспечение предоставляет поручительство нашего фонда. И 70% от суммы займа наш фонд покрывает своим поручительством. Таким образом, наш предприниматель получает больший финансовым ресурсом, нежели фонда. Фонд, я как сказал, является государственной микрофинансовой организацией, да, сумма которого ограничена 5 миллионов рублей. Именно пойдя в банк, получает сумму больше, но он может получить поручительство нашего фонда. Ну и сумма это та, которая нужна предпринимателю. Да, мы единоразово вот поручаемся за до 25 миллионов рублей. И партнерами нашего фонда являются практически все банки, присутствующие в нашей республике, с которым у нас есть соглашение о сотрудничестве. А для предпринимателей, может быть, вы организовываете какие-нибудь курсы, тренинги, что-то вот открытые столы, дискуссии для того, чтобы они тоже получили какой-то опыт? Да, ежегодно мы в рамках Дней предпринимательства Российской Федерации, который проходит у нас в мае и в сентябре, Дней предпринимательства республики, проводим различные форумы, мероприятия. Но мы не только ограничиваемся данными днями предпринимательства, и мы в промежутках квартальные, да, выезды обязательно по направлениям. Например, в прошлом году мы ездили вот в Верхние Вилюйские улусы, да, потом мы были недавно также в Южной Якутии, а вот коллеги также ездили в Северные улусы, да, поэтому мы помимо таких дней не только вот проводим вебинары, да, вебинары проводим, но и выездные с группой наших подразделений по всем направлениям выезжаем и встречаемся с нашими предпринимателями. А вот что показывают выезды? Предприниматели в какой сфере больше всего? Это оказание товаров и услуг, сельское хозяйство, туризм, может быть? Что? Ну, в каждом улусе есть свои, да, особенности, да, где развивается то или иное направление. Вместе с тем, конечно, общей статистики у нас преимущество сейчас торговля, да, производство и строительство, кстати, одним из таких получателей поддержки нашего фонда. Первый квартал 2024 года завершился. Я думаю, что можно смело спросить вас об итогах деятельности в целом за 2023 год. Чего удалось добиться? По итогам года, как вы знаете, мы также являемся инфраструктурой поддержки предпринимательства. И у нас есть цели и задачи по национальным проектам. То есть
у нас есть национальные проекты по начинающим предпринимателям, по самозанятым и показатели по озвученным мной поддержке, по микрофинансированию и поручительству. Да. У нас по микрофинансированию за 2023 год мы предоставили более 500 миллионов рублей. Также по поручительству у нас 1 миллиард на 300 миллионов рублей было предоставлено поручительство. Также по третьему направлению, которое я озвучивал, по поддержке субъектов промышленности, у нас выдано займы в размере где-то 100 миллионов рублей и была предоставлена грантовая поддержка в размере 23 миллионов. Это значит вот по оплате процентов по кредитам предпринимателей по промышленности. И вот те задачи по национальным проектам наш фонд выполнил. А планы какие перед собой ставите теперь? У нас в 2024 году вот эти национальные проекты, которые выделены нашим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, также продолжаются. Мы будем их исполнять. Да? И по статистике у нас количество предпринимателей года в год увеличивается. Да? Поэтому мы эту планку снижать, конечно, не будем, а будем повышать обязательно. Да, на удивление повышается количество предпринимателей, учитывая, что во времена пандемии коронавируса был резкий спад. Да. Чем это объяснимо? Вы правильно уточнили. Вот мы благодаря специальным решениям, да, и нашего правительства, и наблюдательного совета нашего коллегиального органа, да, принимаем в таких случаях специальные продукты, в соответствии с которым мы поддерживаем либо отрасли, которые нужны в каких-то случаях, да, например, в чрезвычайных ситуациях. И, например, вот во времена ковид мы разработали продукты как антикризисные. Введение санкций мы также поддержали торговлю. У нас действовал продукт торговли 2022. Также вот в годы пожара недавно, да, по республике и наводнениях в Кобяйской и Верхоянской области мы также приняли и утвердили займы по поддержке данных предпринимателей. По пожару тоже принимали специальный продукт. Данные специальные продукты поэтому поддерживают пострадавшие виды деятельности. Да? Таким образом, я думаю, мы помогли нашим предпринимателям сохранить свой бизнес. Ну что ж, понятно. Я благодарю вас, Андрей Егорович, что пришли к нам сегодня. И хочу пожелать, чтобы все намеченные планы, да, по увеличению количества предпринимателей обязательно сбылись. Спасибо, Надежда. Рады будем вас видеть в нашей студии еще. Хорошо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.